Ширшов Алексей Юрьевич начинал свою карьеру с дружбы с сыном экс-президента Айдаром Акаевым. После революции 2005 года уже стал приближенным сына другого президента Максима Бакиева. Тогда он официально возглавлял завод «Дастан», но при этом фактически управлял через приближенных людей и другими предприятиями. Его дела в энергетических компаниях в народе прозвали «ширшовскими схемами». После революции 2010 года на него возбудили множество уголовных дел. Но на сегодняшний день, по сообщению Верховного суда, все дела завершены, Алексей Ширшов отделался штрафом всего в 10 тысяч сомов. А при нынешней власти его приближенные опять занимают ключевые должности в государственных предприятиях. Талант Иманов карьеру на заводе «Дастан» начинал как охранник, после работал водителем Алексея Ширшова, таким образом стал его доверенным лицом. После госпереворота даже отец Ширшова именно ему поручил распоряжаться имуществом и банковским депозитом. Сейчас Талант Иманов – министр цифрового развития. Нынешние власти передали ему в управление 4 предприятия: завод «Дастан», Кыргызтелеком, Евразийский сберегательный банк и Мигаком. По нашим сведениям, первые 3 предприятия в прошлом имели отношение к Алексею Ширшову и Таланту Иманову. Кыргызтелеком. На сайте Кыргызтелекома держателем акций значится реестр сервис как минимум с 2011 года. Учредителем ОСО является Маширова Назгуль. Как выяснило издание «Затык», Маширова Назгуль – жена Таланта Иманова. ТНК «Дастан». После ухода Таланта Иманова с поста директора в министры в Министерство цифрового развития на его место приходит Апышев Эрик. Он бывший чекист, учредитель общественного объединения «Волонтеры страны». Соучредителем в организации значится все тот же Талант Иманов. Финансовым директором завода «Дастан» является Аширбекова Мавлут, бывший бухгалтер одной из компаний, связанного с Алексеем Ширшовым. Евразийский сберегательный банк. Именно в этом банке Ширшов и его команда получали кредиты, которые в дальнейшем списывались. По словам бывшего адвоката Ширшова Елены Дзимидович, в этом участвовали Талант Иманов и Койчуманова Джамиля. В 2016-2018 годах она являлась бухгалтером и операционным директором Евразийского сберегательного банка. А сейчас Койчуманова Джамиля возглавляет еще один государственный банк – Банк Керемет. То есть 3 предприятия из 4, отданные Министерству цифрового развития во главе с Талантом Имановым, имеют к Алексею Ширшову и Таланту Иманову непосредственное отношение.